минувшую субботу, 2 ноября, в Инте прошла очередная конференция Коми народа. 48 делегатов из различных сел и поселков округа собрались в актовом зале администрации города, чтобы обсудить вопросы жизнедеятельности своих населенных пунктов и заручиться поддержкой местной и региональной власти. В самом начале всех собравшихся поприветствовали участники коллектива Шонды Центра внешкольной работы. Победительница муниципального этапа конкурса чтецов на коми-языке Полина Югова прочитала стихотворение педагога школы села Петрунь Галины Семяшкиной. Пчелы! Приветствуем делегатов и гостей коми-конференции! Ради томящим чужанщиктес, дедой бабой кодже сырам, оланетан, статя уджач войдер, олетаны мена муса мам, дедлан баблан велы чужанынен пашкы тундра, гагардор не пом, сен шапа гонниланы, керчас костен керьяс, и бытте ичмой, куткарвиже чем. А сынедес, а енежес, а тыс, джикменам щеньес коджа сылес, а щилам и со щером и со гажес, кордорен ветвищ, повтем мича ес. Орт пувужьей менам кыпте нашень менам эз ещелам би, нашень менам мортуей и щамой, нашень отцек вылы мы чемки, корагести волы интакаре, медвич лоэ, не быть нянь да сов, йортащор, не мылащилан кывьяс, таищ унжикыс да бурджикыс осков. В работе конференции приняли участие депутаты Государственного совета Коми, председатель комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Василий Смалий, Василий Жердицкий, председатель постоянной комиссии по вопросам ЖКХ, заместитель председателя комиссии парламентской ассоциации Северо-Запада России по делам Севера и малочисленных народов Татьяна Солодина. Я хочу вас поприветствовать, пожелать вам хорошего проведения времени, хороших решений, правильных решений, взвешенных решений на этой конференции, хорошей резолюции, которые мы будем потом отправлять в региональное наше отделение. Также в работе конференции приняли участие представители профильных министерств Коми, замминистра образования, науки и молодежной политики Олег Холопов и заместитель министра национальной политики Республики Коми Вячеслав Попов. Приветствуя участников конференции, Вячеслав Попов поздравил всех с Днем народного единства. Комияс, рочияс, украинчияс, евреяс, немечияс и унашикас войтер, мёту стався очам недемиян, комимуэн, воли бурджиковнусе, лочиджик губуджик. От своего имени и от имени министра национальной политики Галины Габушевой Вячеслав Попов вручил букет мэру Инты Ларисе Титовец, которая 2 ноября отметила свой день рождения. Вместе с букетом Вячеслав Попов передал ей пожелания здоровья, долгих лет и счастья. В своем поздравлении он назвал Ларису Титовец Енбиенывка, что в переводе с коми означает «девушка, отмеченная божественным огнем», и отметил, что интинцам очень повезло с мэром, потому что, как отмеченная божественной искрой Лариса Титовец, обладает большим запасом энергии для больших добрых дел. Прежде чем перейти к работе конференции, присутствующие делегаты избрали президиум, счетную комиссию, секретариат, утвердили повестку дня, а также определились с тем, что вести мероприятия будут на русском языке, который доступен абсолютно всем собравшимся. Глава округа, руководитель администрации Лариса Титовец в своем докладе рассказала о том, какие действия проводит муниципальная власть, чтобы жизнь на селе была комфортной. Речь шла о транспортной доступности сел – авиа, автомобильной, водной, железнодорожной. В период распутицы сохраняем количество рейсов и еженедельно летает воздушный транспорт в наши села. Дорога Инта, пристань, 35 километр. Мы буквально не так давно на конференциях говорили о том, что дорога на 35-й разбита, что она совершенно непригодна для проезда. И мы справились с этой задачей и сделали все возможное для того, чтобы поддерживать дорогу, это грунтовая дорога, в нормативном состоянии. И, конечно, мы ограничиваем проезд большегрузных машин для того, чтобы дорога была не разбита. И хочу сказать, что на легковом транспорте проезжаем совершенно спокойно до 35-го километра. Конечно, зимник – это трудная и сложная составляющая.
Но мы прекрасно знаем, если не будет зимника, мы не сможем вовремя завести топливо, не смогут завести продукты, и не будет возможности у жителей сел приезжать в город, как только похолодает, отыграем аукцион и начнем строить зимник. Но в предыдущие годы конференция обращалась, и были пожелания, чтобы был дополнительный еще транспорт. И в этом году по программе предпринимательства, социальное предпринимательство, наш предприниматель приобретает снегоболотоход марка Бронто Марш Комби вместимостью 4 пассажира и с грузоподъемностью прицеп 400 килограмм. И этот транспорт появится у нас уже в январе 2020 года, прибудет. И специализированное транспортное средство будет перевозить, подчеркну, бесплатно пенсионеров, инвалидов и членов многодетных семей. Остальные будут ездить платно. За период с предыдущей отчетно-выборной конференции медленно, но все-таки решается вопрос транспортной доступности ПСТ «Абис». Не все удается нам решить с железной дорогой, но уже то, что останавливается южный поезд, и мы не получили категорически отрицательного ответа по багажному вагону, это уже определенный сдвиг все-таки вперед. И этим мы будем заниматься, так же, как и обустройство и содержание вокзала ПСТ «Абис». Лариса Титовец уточнила сразу, что возобновить водные пассажирские перевозки пока не удается. Этот вопрос будет вынесен на региональный уровень. Кроме того, готовя свою часть программы развития Инты, администрация округа отразила необходимость финансирования этого проекта. Далее градоначальник рассказала о том, какие работы были проведены в коммунальных предприятиях сел. По теплоснабжению за этот период в селах проведена достаточно большая работа. В Абизе и Петруни по частичной замене тепловых сетей. Я лично со своими коллегами была во всех селах летом и осенью, проверяла, как эта работа проведена. В 2018 году администрация приобрела 3 котла, и замена произошла в поселке Верхняя Инта. За счет местного бюджета проведена замена дымовых труб на котельных Абис и Юстидор, а в 2019 году установлены новые котлы в селе Петрунь и в Абизе. По электроснабжению сельских населенных пунктов мы знали, что были определенные перебои, не было уличного освещения, и в 2019 году в Абизе появилось уличное освещение. А с осени 2019 года в селе Адзвавом обеспечено круглосуточное электроснабжение. Благоустройство сельских населенных пунктов – это ежегодно за счет бюджета выделяется более 1 миллиона рублей на содержание сельских дорог, ремонт тротуаров и содержание и ремонт уличного освещения. В этом году был сложный вопрос с мусором. Я так это называю, мусорная реформа. И хочу сказать, что много было жалоб, нареканий. Не готовы мы оказались к такой реформе, и, конечно, труднее всего было воспринимать этот закон на селе, но мы все-таки постепенно справимся с этой задачей. И из бюджета города было выделено 800 тысяч рублей для создания систем по раздельному накоплению отходов. Обустроено 10 контейнерных площадок, по 3 контейнера в селах Абис, ну и в Абизе
в Ерпияге, Кочмесе, Егьоле, Роговой, Косьевой, Мядзевовоне и селе Петрунь по одной. В зимний период будет организован вывоз мусора. Конечно же, реализация этого закона очень трудная и сложная, но очень прошу сельчан отнестись с пониманием, и, конечно, мы своевременно должны решать все эти вопросы. Связь. Долгое время и долгие годы в решении конференции звучал наказ, что нет связи. Но теперь, когда появилась мобильная связь, появились и другие желания. Поменять оператора, улучшить связь, чтобы было большее покрытие. Но это правильно и замечательно, потому что на достигнутом останавливаться нельзя. И пока перед нами стоит задача, чтобы мобильная связь в селе Петрунь появилась как можно быстрее. В этом году расширена зона покрытия сотовой связи, назову села Альзвавом, Роговая, Кочмес. Сама проверяла, когда была в селе, и дозванивалась до своей службы ЕДДС и слушала сводку, что происходит в городе. Вопрос по установке точки доступа голосовой связи в селе Петрунь тоже прошу оставить в решении конференции. Этим вопросом мы будем заниматься и с помощью наших депутатов Государственного совета. Цифровое телевидение – тема, которая нас очень волновала и беспокоила, потому что вот так взять и перейти на другой вид нам казалось, что будет много проблем. К счастью, сельчане справились лучше, чем горожане, и были к этому готовы, и, собственно, практически безболезненно перешли на цифровое телевидение. Есть у нас несколько жалоб по Юстидору, нам нужно будет, и специалистам дам задание, разобраться с этим вопросом. С каждым годом увеличивается количество предложений от жителей сел для включения в региональный проект «Народный бюджет», который с 2016 года реализуется по инициативе главы Республики Коми Сергея Гапликова. В самом начале это были предложения по благоустройству территории и учреждений культуры. В этом году средства получили уже и предприниматели поселка Абись и села Петрунь. Кстати, с 2019 года финансирование проекта «Народный бюджет» увеличено в 2 раза. Особо хочу отметить работу сельчан по народному бюджету. С 2016 года реализуется этот проект в республике. Интинцы активно включились в это направление. И если 4 проекта было в прошлом году, то в этом уже 9 проектов «Народный бюджет» на 5 миллионов появилась такая возможность, и мы ее, безусловно, используем. По инициативе главы республики Коми Гапликова Сергея Анатольевича суммы будут увеличены в 2 раза, поэтому суммы будут больше. И, пожалуйста, на 2021 год сельчане должны еще лучше отработать и подумать, что самое необходимое следует сделать в селе. Дорогие сельчане, от вашей активности зависит жизнь на селе. Поэтому вы большие молодцы. И я бы в этом месте поаплодировала, если бы сидела в зале. Переходя к теме сельское хозяйство, градоначальник представила всем присутствующим нового директора агрокомплекса «Инта Приполярная» Веронику Торлопову. Лариса Титовец напомнила интинцам, какие сельхозпредприятия работают на территории округа. На территории муниципалитета сельское хозяйство представлено 3 организациями и 5 глав крестьянских фермерских хозяйств. И в нашем муниципалитете 407 голов крупного рогатого скота. Конечно, большие трудности у сельчан, и, к сожалению, не все выдерживают и финансовую составляющую.
В сельхозпредприятиях, занимающихся разведением оленей, вы больше меня знаете, и поголовье оленей на 1 января, и тот небольшой прирост, который есть. Понятно, все это связано еще и с пастбищами, но, конечно же, мы закладываем проект по сельскому хозяйству, потому что наш агрокомплекс – это предприятие уникальное и единственное на Крайнем Севере, и мы его должны будем поддерживать. К сожалению, 5-е крестьянское фермерское хозяйство Гордеева Андрея Васильевича в 2019 году очень сократилось, не получили субсидию из республики, и у нас не было возможности профинансировать из местного бюджета, о чем я несказанно жалею, и теперь не знаю, получится ли нам возродить это фермерское хозяйство, но будем прилагать определенные усилия. Мы своих детей в детских дошкольных образовательных организациях и в школах кормим тем, что производится на нашей земле, и включили несколько лет назад с большим трудом мясо оленины, потому что нас уверяли, что по санпинам нельзя этого делать, но мы боролись и победили, и включили мясо оленины в детское питание. Для наших детей агрокомплекс производит детские сосиски, сардельки, где тоже присутствует мясо оленины, и дети пьют наше молоко, и у нас есть возможность, и мы сделали второй завтрак, и директор хлебозавода присутствует здесь, депутат Государственного совета, а хлеб в Инте самый вкусный. Да? Отметив в тот момент, что работа по поддержке малых форм хозяйства не налажена и фермеры получают дотации из республиканского бюджета, Лариса Титовец согласилась с тем, что выделяемой суммы для труднодоступных северных сел не хватает. В последние годы выросла цена на комбикорм. Кроме того, изменились условия его транспортировки железнодорожным транспортом. Затраты на доставку молодняка в 6 раз превышают сумму поддержки. Этот вопрос также был включен в итоговую резолюцию. Следующая отрасль, которую в своем докладе затронула Лариса Титовец – образование. На территории муниципального образования в сельской местности функционируют 3 общеобразовательные организации – Абис, Косьебом, Петрунь. В каждой работают дошкольные группы. В 2018-2019 году в сельской местности обучаются 41 ребенок дошкольного возраста и 88 детей школьного возраста. Это составляет чуть больше 3%. Но в соответствии с нормативной базой муниципалитета о родительской плате, родители, имеющие детей, посещающих дошкольные организации, расположенные в сельской местности, снижена оплата по присмотру и уходу на 50%. И, конечно, остальную часть на себя берет местный бюджет. При каждой сельской школе имеется интернат. В пришкольных интернатах проживает 21 обучающихся из отдаленных деревень. Это 24,7% от общего количества учащихся сельских школ. Но они все обеспечены многоразовым бесплатным питанием на сумму 363 рубля, чуть больше этой суммы, и обеспечены и бесплатными учебниками, и работают в сети интернет, что позволяет сельским педагогам и школьникам держать определенный уровень и быть в курсе. Хочу сказать о том, что в сельских образовательных организациях работает 48 педагогов, и в прошедшем учебном году 28 из них прошли курсовую подготовку. Это более 58%. И 2 педагога аттестовались на первую квалификационную категорию. Молодцы.
ежегодно обучающиеся сельских школ принимают участие в республиканской олимпиаде по коми-языку, литературе Республики Коми, историческому краеведению. На протяжении нескольких лет представители Инты становятся победителями и призерами этих олимпиад. И есть у меня еще одна заветная мечта. Я очень хочу в селе Петрунь организовать языковой лагерь. Мы изучаем в городе, и такой языковой лагерь есть в гимназии номер 2, где углубленно изучают в период каникул французский, английский. Слушайте, коми язык надо изучать. Лариса Титовец заверила всех, что несмотря на значительные затраты из бюджета на содержание школьных и дошкольных учреждений в отдаленных селах округа, муниципалитет продолжит эту политику и в дальнейшем. Ни о каком закрытии школ и переводе детей в одно село речь не ведется. Отдельно в докладе градоначальник коснулась сферы здравоохранения и культуры. Сфера здравоохранения. В этом году вот таких острых особых вопросов не было, но мы безусловно понимаем, что нужно строить ФАПы, модернизировать. Да, Валентина Владимировна? И в программе, главный врач присутствует здесь, и в своей программе по Инте мы это все обозначили. Главное событие года в Инте – это открытие кинозала. И мы год назад в декабре открыли кинозал. Я призываю всех сельчан обязательно сходить в кино, пройти диспансеризацию, вакцинацию. У вас для этого есть время, и только после этого мы вас отправим домой. Поживите у нас. Успешно прошла акция «Город-село», о которой мы говорили на прошлой конференции. Творческая делегация посетила села Касьевон, Петрунь, Абись. У нас ездили и с детскими спектаклями, и наши артисты ездили и в Харуту. Сельские самоцветы. Ведь отличная идея, которая возникла очень-очень давно. А знаете, что фестиваль «Сельские самоцветы» наш занял 7-е место, единственный из Республики Коми во всероссийском конкурсе на лучшую муниципальную практику по номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне». Не знали? Знаете. 7-е место наших самоцветов. Теперь с приобретением нового микроавтобуса Центром национальных культур за счет средств гранта главы Республики Коми у местных артистов появится дополнительная возможность выезда с концертными программами в села округа, пообещала сельчанам Лариса Титовец. 2020 год объявлен в России годом памяти и славы. 9 мая вся страна отметит 75-летие Великой Победы. Множество мероприятий будет посвящено этому событию, в том числе и в селах. Градоначальник заверила присутствующих делегатов, все памятные стелы в селах будут отремонтированы. Хочу показать, что мы получили сертификат. Глава республики поздравил нас с юбилеем. Сертификат на 30 миллионов рублей. Но мы с вами стараемся. И о нас узнают все. Вот в этих журналах «Региональная Россия» наши статьи об Инте, которые расходятся большим тиражом, и мы будем услышаны и увидены обязательно. Отдельно глава округа, руководитель администрации Инты в своем докладе сделала упор на ту программу развития, которую отправили интинцы в регион для дальнейшего согласования на федеральном уровне. Уже позже в своих докладах делегаты не раз возвращались к тому, что ждут реализации этого поручения президента страны и связывают с ним будущее Инты и своих сел соответственно. У нас действительно есть перспективы, только сейчас для нас самое важное на всех уровнях решить проекты по Инте. И буквально несколько лет, и Инта будет жить лучше. Мы уже земли отвели и железнодорожникам,
и для строительства новых компрессорных станций. И, безусловно, те полезные ископаемые, которые у нас есть, и тот же бурый уголь, который для углехимии нужен. И здесь будут серьезные проекты. Мы с вами будем жить в эпоху перемен к лучшему, завершила свой доклад Лариса Титовец.